Я уже на окраине этой вырубки. Была надежда какая-то, но нету. Никого, ребята. Никого нету в этот день. Сейчас обратно, наверное, вон с той опушки я пришел. Там я рюкзак оставил. Даже без рюкзака туда-сюда, думаю, приду. Потому что мне в другую сторону надо идти. И там от рюкзака по тайге пройду. И там другая вырубка. Я еще в этом году и туда не ходил. Там я еще кружок сделаю. И там огромное болото еще. Может, оттуда еще сходим. Время еще есть. И задерживаться также не буду. Да. Пока пусто. Не густо. Ни одного взлета не было, ребята. И возле опушки, вот так здесь по дороге я пришел до сюда. Все равно, если, скажем, на вырубку не вышли, могли и в тайге встретить, но пока никого. Сейчас я обратно не по дороге, а по, возле дороги пройду. Хочется покушать этого. О, смотрите, вот этот кедр. И опять шишки. О, шишковал кто-то тут. Видели? Под кедрачом. А шишек нету. Ну, мало, наверное, шишек. И что есть, это птицы. Птицы и зверьки там кушают. Кормятся. Вон там тоже кедр. Штучные экземплярчики. Вот так. Ну ладно, сейчас пойду к рюкзаку и, наверное, дальше буду думать, что и как. Дождь прекратился, хоть это хорошо. Блин, то начинался, думаю, все. Если начнет, ветер сильный, наверное, разгонит или наоборот к снегу или к дождю. Что-то будет после такого ветра. Я вот наблюдаю, тоже брусника как-то больше, чтобы было сесть и покушать. Нету. Хорошо идти тут. Все чисто. Вот. Да. Ладно, я пока покушаю эту бруснику и дальше пойдем. Очень уж хочется. Сейчас вы не знаете, как вкусные. Вон она, родимая. Буду кушать. Небольшой привал. Остановился тут. Здесь конкретно покушаем, чай попьем. И я половину вещей своих я оставлю. Термоса все здесь оставлю. Сделаем вот такой круг. Здесь вырубка. И там дальше вырубки, болото. И это я сегодня еще решил пройти. Здесь я буду пить чай. Собакам также дам. Хлеб. Когда сейчас придет, дам. И пока тишина. Здесь видно глухарь или глухарька, там кополуха ходила, там айда вот не может там место найти, там ищет. Успокоиться не может. Вот так. Разовый чай сегодня взял. Пришла, сейчас накормлю вам, дам тоже вам хлеб. Наверное, пойдет. Нет у меня кружка отсюда. Неровно. Так. Здесь айда не прячет. Уйди, айда, в угол там. Локточа. Лох. Тола. Я иду. Вот так я им хлеб дам и все.
Ветрище, блин. Сильный ветер. Но я решил так. Сегодня пройду и больше уже в эту сторону, как и говорил, все. В этом сезоне не приеду. Не приду, то есть. Буду ходить по другим местам, по новым местам, но сюда нет. Все как обычно было. Все по-простому. Ничего такого с собой не таскаю. Сыр, хлеб, чай, колбаса. Колбасу на потом оставлю. Долго еще путь у нас. Вот сюда, где-то до избы километров. Не знаю, километров 9, наверное. И сейчас туда еще круг сделаю километров. Ну, примерно так. Километров 5, наверное, пройду. Туда 2,5, сюда. Километров 5 получится. И до избы еще шагать. Если успеем. Как получится. Если никого не будем встречать, не увидим, круг не такой большой сделаю. Ой, блин. Если кого увидим, больше сделаю и здесь выйду. Вот тут. Здесь выйду. Хреново там даже ходить. Пойду вот тут. Такой кружок. Ну, поснимаю, еще покажу. Айда опять ушла. А ты хитрец. Ждешь? Тулан рядом. Больше не дам. Больше не дам, не проси. Так что, охотники, покупайте плавленый сыр. Сытный. Ну, вот пачка с хлебом. Немножко покушал и дальше вперед. Просто. Камера упадет. Ладно, ребят, я покушаю. И дальше пойдем. Снимаем и все. Время есть, силы есть еще. Погуляем. Вот такой перекус у меня, ребят. Ну вон. Видели там вырубка. Мы пройдем вот там круговую. Там дальше болото. Пройдем через тайгу. Там опять вырубка. Встречались 2 года назад, наверное, с медведем. Я на фотоаппарат еще заснял его конкретно. Он сидел метров 30 от меня. Сидел, долго сидел. И за этой вырубкой еще... Уйди, Тулан. За этой вырубкой еще сходим вон где-то вот там, к большому болоту. И здесь придем. Ну, здесь обычно тоже кого-то можно встречаем, глухарей там. Ну, посмотрим на сей год, как там обстановка. Туда еще ни разу не ходил в этом году. Хотя уже в эту сторону уже 3-й раз пришли. Ой, блин. Все, сейчас попью чай и дальше пойдем.
следы. Нет лося, нет оленя. Ну шаги вообще где-то полметра на олень тут прошел. Он туда куда-то. Ну и мы тоже тронулись. Пошли. Ну тут еще топтались. Видно, олени ходят. Дорога будет нелегкая, там тоже волокистые места. Но стоит попробовать. Последняя надежда здесь. Где-то что-то увидеть. Не знаю как. Не знаю как будет. Ветер, конечно, сегодня. Ну и погоды тоже сейчас уже ждать. Хорошей погоды. И времени у меня нет. И осень. Уже поздняя осень, можно сказать. Сегодня такая погода, а завтра может и лед станет. За одну ночь все так может перевернуться. И пойдем уже, чтобы не думать, что вот не ходили туда, не проверили, что там. Ну тут уже топтались, конечно, тоже. Следы. Да, олени тут. Следы оленей. Как-то в комментариях написали: не умеешь, говорит, Олег, различать следы оленя от лося. Вот такие штучки пишут в мой адрес. Где-то ошибаюсь, где-то стопроцентно определяю, где что как. По-разному тоже. Ну вот. Вон эта старая вырубка. Не так старая, она уже молодняк выходит. Ладно, пиздеть пока дальше не буду. Дальше пока комментировать не буду ничего. Буду идти тихо. Тихо идти, спокойно. Ай, да что-то учуяла. Черный ок, вон он. Вон он. Тетерка. Я даже близко не подсел. Так. О, сел. Ребята, я сейчас выключаю, просто ориентир могу потерять. Но я видел, как куда-то он подсел. Так, метров, не знаю, где-то 200 наверное от меня. Примерно вот сюда куда-то он, тетерка, наверное, была. Садилась, но видно, она как-то и дальше полетела. Нифига, и собаки спокойно себя ведут. И я тоже смотрел во все щели, нигде не нашел. Ну да ладно, сейчас пойдем дальше по своему курсу. Ух. Вот такие делишки. Не одни тут остались. Но хороший подсад выходит. Здесь хороший лес выйдет тоже. Новый лес. Ух, ветрище, блин. Нравится мне тут шастать. Хороший лес тут. Спокойно. Там болото. Интересно, спокойно. Хотел тоже путики тут сделать. Круги более. Даже без ночевки тут не успеваешь. Там без избы. Если, конечно, путики сделать, надо и хоть где-то переночевать. Какой-нибудь шалаш такой. Потому что очень далеко уже от реки. Дофига мы прошагали. Вот видишь, айда. Что-то заактивировалось тоже. Что-то чувствует. Ну, боровая. Че она куда? Тулан там. Конечно, мало в этом году их. Я имею в виду боровой дичи. И чтобы путики делать, надо время, чтобы ты уже из леса не выходил.
Охотился, съездил домой и обратно в лес. Без этого никак. Тут неделей не справиться, одной неделей. Тут надо месяц-два. Кончилась нам охота на боровую дичь. Начинается на пушного, зверьков, куниц. В основном куницы более-менее 1500 сейчас стоит, 1400. Белка-то копейки. Вон она была-то. Не знаю, клюква там есть, нету. Один раз через него проходил, не знаю, может и сегодня придется там даже пройти. Если никого не встретим, можно как-то срезать, а если будет дичь, дальше круг сделаю. Вот так. Ну, сосняк в основном молодые елки. Хороший лес. Именно для боровой дичи. Я имею в виду. Тула что-то фыркает там. Отлично, пока дождя нету. Можно еще километражи больше, ну, сходить там. Я хотел с навигатором там еще круг сделать, ну, что-то передумал. Там вглубь тайги тоже интересные места есть. Но пройду здесь. Обычно тоже боровая возле болот там держится. Иногда клюкву там покушают и поднимаются на опушку леса там. Посмотрим сейчас. Ладно, пока пойдем. Дальше мы. Чуть-чуть левее возьму. Тут болотистые места. Собаки рысью побежали обе. Даже не понял, за кем. Кто-то, наверное, выскочил, какая-то птица, но я звук крыльев не услышал. Шумит все. Ветер. Главное, тулан тоже услышал, видимо. Вместе побежали. Вон он. Не знаю, кто там был. Поймал просеку. По просеке сейчас еще где-то с полкилометра, наверное, до следующей вырубки. Куда же этот идет-то? Восход, запад, на запад. Блин, зачесы старые. Еле увидел. Навигатор ничего не выключал там. Примерно определяю, знаю, где что находится. Айда тут. Надо сходить. Что тут думать? Так. Ну да, все нормально. Идем. Ну тут хорошее место. Почва отличная. Тулан пришел. Давай иди работай. Ладно, идем. Идем дальше, короче. Ну вот. Вторая вырубка на сегодняшний день. Чуть правее вышел. Позапрошлом году, вон там мы встречались с медведем. Ленивый медведь. Ну угол, медвежий угол, на это место я назвал. Такой уголок. Ладно. Здесь такой кружок сделаю и дальше пойдем. Так. Ну все, уже тоже молодняк подрастает. Деревья. И собаки недалеко ушли. И вроде ништяковское место, блин, такие сосны тут здоровые на вырубках. Брусника так себе.
местами. Да. Не знаю, что-то даст или нет эта вырубка нам. Так. О, как красиво тут, ребят. Вообще красотень. Вроде вырубка, но смотрите, как все, новый лес растет. Так, надо посередине, и пойду срежу тоже. Вроде как тут нормально идти. Но тишина. Тишина. Надеялся я на это место. Какая-то надежда была у меня. Так, идем потихоньку. Так, или по опушке леса, или поперек этой вырубки. Блин. Так. Такую даль уже мы сегодня пошли. Там низ идет. Так, там кустарники, блин, береза, наверное, вышла. Туда не полезу. Ай, да сзади меня, блин, такой шорох услышал. Ёпты, впереди меня только что бегала она. Не первый случай такой был. Говорит, поворачиваюсь, а там медведь. В прошлом году еще охотник наш сельчанин повернулся, говорит, а по пятам идет медведь. Такие делишки, ребят. Время от времени надо назад все равно оглядываться. Потому что в такое место сейчас пришел я. Тишина. Тишина, тут даже боровые тоже не видно, чтобы держались. Короче, такое место пришел, что люди, единицы, если придут сюда, очень далеко. Да что далеко, главное, бля, хреново ходить. Такие места. Прежде чем сюда прийти, надо такие места пройти. Болот, там валежники всякие. Тяжело ходить, тяжело. Иди. Так. Нифига, ребята, не понимаю, где птица. Или в глубине тайги от ветра там прятались. Или фиг знает где. Факт, что на вырубках, возле вырубок, что-то я сегодня не наблюдаю. Так. Ладно, дальше пойдем. Дальше пойдем еще. Там уже лесопунтовская вырубка начинается. Древние вырубки. Каждым все гуще. Каждым годом все гуще и гуще лес становится. Короче, вот она. Лесопунтовская вырубка, пеньки. Лет 50, наверное, уже. Не меньше. Здесь когда-то вырубали лес, лесопунт. И все уже подросло. Новые деревья. Так что все четко растет. Вот так. Так, я уже начинаю потихоньку градусы так тык-тык-тык по 1-2 градусам поворачиваю уже в сторону избы. Не резко так повернул и все. А так 200 метров прошел, потом опять правее возьму. И так потихоньку правее. И там уже будем. Так, это новая вырубка.
это уже новая вырубка. Это не старая, это не лесопунтовская, это свежак. Лесопунтовская, наверное, трасса что-то, или надо компас взять. Что-то я без компаса, наверное, я буду здесь блуждать. Хочется круги еще больше сделать. Сейчас глянем, куда мы идем вообще. В принципе, север там. Нормально, строго на север пойду, потому что там все заросло очень сильно. Ветер рванула Аида куда-то. Что-то кто-то опять, наверное, взлетел. Ну тут, если встретим только косачей, ну, глухари, вон, тайга-то хорошая еще тут. Может, и глухаря еще увидим. Что-то нюхтят. Но он левее уже там лесопунтовская вырубка. На уголок такой. Ну и стена, наверное, в эту гущу, тайгу я не полезу. А уже возле этой стены так и спокойно пойду. Ну да, там уже не разберешь, где дорога, где вырубка. Вон все, как заросла стена. Так я здесь пойду. И более обзор какой-то, как-то более дальше видно все. Вот такие дела, ребят. Ну, охота, конечно, так себе сегодня, но ну, хоть со мной вместе виртуально погуляете по тайге. Видите, по какой тайге я брожу. Здесь гор, ничего нету. У нас рельеф такой ровный. И тайга. Кругом тайга вообще. И Пулан, и Аида тут еще. Все, больше никого. А видели, как все? Это старые лесопунтовские вырубки. Все зарастает. Вот пеньки. Вон там пеньки. Ну где вот зелень свежий. Это окраина такая вырубки. Вон он. Это косачи, оказывается, тут. И там, наверное, выскочил. Ну да. Каждый год я здесь их вижу. Если сюда я прихожу. Но они как-то тоже не подпускают. Там еще ручей будет. Блин, что, сходить что ли до ручья еще? Ага. А почему бы и нет? При таком ветре, может, как-то недалеко они улетят. Ух, не хочется туда идти мне. Все равно ни хрена не увидишь. Да. Что-то одиночки выскакивают. Без солнца тоже заплутать можно. Да. Блин. Планы меняю только в путь. То сюда, то туда. Раньше более-менее как-то дорога, магистраль видна была. И по этой дороге я еще ходил. А сейчас и магистраль так ничего не видно. Но это делянка, походу. Потому что пни. Что тут увидишь? Ну, семенники, вот крупные деревья вот есть. Не знаю, куда они могут сесть. Пострелять-то охота. Для этого и купили мы оружие. Все, короче, иду. Если будет что интересное новое, обязательно включусь. Обязательно.